Рогаточка. Опа, 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 опа. Вот это рогаточка. Так, что-то очень большое. Щука, что ли? Опа. Всем большой привет с республики Коми. Вы на канале Коми Рыбак, и мы опять на реке Печора. Очередная проверочка наших палок. И у нас опять плюс. Как мы видим, река Печора еще, закрыть-то льдом она закрылась, но вот такие вот полыни кругом и рядом. Начинаем проверку наших продольников, и сегодня начинаем с переставленных. Как мы видим, мы их еще не раздолбили, и раздалбливать пока их не будем, потому что, во-первых, плюс ожидается еще пару дней до плюс 4, это не зима, не знаю что. Во-вторых, мы еще так и не поняли, где ловится, где не ловится. Ударят морозы, через 3 дня обещают до минус 10, там даже потом вроде бы, как если не врут, минус 18. Там уже будет видно. Лед, я так думаю, хотя бы верхний слой будет покрепче, можно будет ходить, искать и переставлять уже палки там, где были поклевки. Ну а пока у нас очередная проверка и первая палка. Начинаем. Ну давай. Первый блин. Первый блин у нас, так видно, да? Первый блин у нас, друзья, комом. Натяжки нет. Живец живой. Блин. Одинарный крюк и то облет цепляет, потому что течение здесь. В общем, второй тоже живой. Первый блин у нас комом. Ну, это может быть и к лучшему. Сколько раз у нас такое было, что первая палка с налимом или с язем, а потом тишина. Так что, может быть, сегодня в обратку сработает. Дай бог. С одной стороны, плюс это хорошо, не надо долбить. Вон, как мы видим, лунки все оттаившие, не замерзшие, но с другой стороны лед, вот этот лед, который здесь местами сантиметров 5, он может быть промыт течением и теплой водой, и есть опасность провалиться, что крайне нежелательно. Так, вторая палка. Вторая палка. Так, сердце ёкнуло сначала, думаю, натяжка, это нет, это облёд. Не, скорее всего, тоже, да. Вторая палка у нас тоже пустая. 0,2. Ладно, еще не вечер. Ветер поднялся еще. Снежок пошел. В общем, мерзопакостная погода. Несмотря на плюс, очень и очень некомфортно. Так, у нас очередная пустая палка. Дёрж подох. Что-то сегодня вообще не клевый день. И начало хреновое, и продолжение тоже. Все живцы на месте, все. Рыба вообще ловиться не хочет. В коматозе, походу. Эти качели. То тепло, то ветер, то... холодно-то уже не было, уже не знаю сколько, но вчера хоть немножко прохладнее было.
В общем, фигня полная. Полная фигня. Ничего страшного. Надеюсь, это все временно. Это временно. Это временно. Будет праздник на нашей улице. Хотя бы так же, как вчера. И вполне прилично. Так вот прижимаем. Так как морозов нет, приходится химичить вот так вот, чтобы не подняло палку. Пошли дальше. Да ладно. А, нет. Я уж думал, натяжка, это просто трава. Облом Петрович. Облом Петрович. Сначала леску взял, вроде бы натяжечка такая показалась. Но, увы и ах. Все как обычно. Никого. Так. Смотрите, что творится. Вон. Вон что творится. Вон что творится. Ёшкин ты кот. Видно, не видно. Ветер в харю, а я шпарю. Так, что у нас на лунке трещины? А на лунке трещины тоже ничего. Пусто. Харю стоять так вообще неудобно. Вчера на этой палке был налим хороший, крупный. Сегодня как? Сегодня хрена лысого. Никого. Ладно, спишем это на непогоду. Просто сегодня, скажем, не клевый день. Иначе как сказать, что все живцы целые и ни одной поклевки. По-любому сегодня не клевый день. По-любому.
Да ладно. Да ладно. Что-то, друзья, клюнуло. Натяжка. Вот такой вот налимчик. Ну, наконец-то. Наконец-то счет размочили. Грамм на 600-700 налимяка. Ну, хоть что-то. Не пусто, и то хорошо. Начало есть, значит, продолжение будет. А погода-то разгулялась. Посмотри, какая благодать. Так, дошли мы до старых палок, которых мы уже отдолбили. Ох, что-то кто-то запутал тут. Кто-то что-то запутал. Что-то есть, что ли? Да, есть. Да, на самом интересном месте. В общем, села батарейка. Я вам говорил, не знаю, засняла, не засняла. Говорю, вон что запуталось. Этого-то, может быть, еще и засняло. Вон попал на ерша. На ерша налим такой попал. Такой же, как и первый. И на малька вон. На маленький крючок язевый попал вот такой. Такой же жаренок. Самый вкусный размер. Так что у нас уже 3 брата-акробата в нашем корыте. Красота, Янцикадан. Хоть что-то сдвинулось с мертвой точки, а то переставленные палки ничегошеньки не дали. Хоть старые мы начали с конца, потому что тюрьма у нас в начале, и в начале есть надежда, что на мели что-нибудь доклюнет. В общем, оставим это на пасашок. Ну, это начало тоже нормальное, только здесь вот шугует, блин. А тут вот зашуговано все. Может, под зашугованностью продолбить лунку, может быть, и будет результат. Наверное, надо попробовать все-таки как-то на досуге. Кстати, друзья, у меня завтра приезжают мои друзья с Сыктывкара. Мальцевы Александр и Анатолий, отец с сыном. Прошлый год они уже у меня были в гостях в декабре. Принесли самой морозы. Ну, в этом году, походу, тоже будет морозная рыбалка. Не знаю, посмотрим. В общем, дня 3-4 мы с ним порыбачим. Посмотрим, как что будет ловиться. Будет видно, будет, наверное, интересно, я так думаю. Лишь бы погода не подкачала. Если как сегодня погода, то это полный кобздец. Здесь у нас пусто. Вот рядом палка стояла. 2 налима, а здесь пусто. Хоть бы по одному налиму для разнообразия, блин. Так. Здесь никого. Ну вот. Первая палка, как всегда, обнадеживала, и потом тишина. Так, вроде бы натяжечка. Нет, это трава. Это трава. И никакой натяжки. И там трава. Ну вот. А я-то думал. Погода, походу, испытывает на прочность. Повернула на минус уже. Но, в принципе, так и обещали до минус 4 сегодня. Но с ветром это вообще жесть. Это же... Все нехорошие слова начинаются на букву «Ж».
Северяк подул конкретный. Морозы, видать, несет. С одной стороны, морозы нужны, но не так вот с ветрами при проверке. Ночью надо морозить, когда дома сидим, а не сейчас. Иди, 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 блин, еще не уплываешь, блин, ёшкин кот. Пусто, пока пусто. Первая палка обнадежила. Сразу два, думал, ну все, попрет. Нет, но там ближе к берегу, наверное, все равно что-нибудь да должно поймать. Тут по центру никогда толком ничего не было. Но переставлять такую погоду точно ничего не буду. Сейчас мужики приедут, толпой веселее будет и легче заниматься перестановками. Я и думаю, что-то вроде натяжечка такая, сильно не дергается. Вот он. И ясь пожаловал. Он. Что-то мало в этом году язей. Какой он по счету-то у нас? 5-й, наверное. Ну есть. Не язевое. Прошлый год язевое место было. Язей было много. По 15, по 17. Ну, еще не вечер, я так думаю, может... Будем переставлять, может быть, найдем. Но на прошлогоднее место точно не поедем, потому что там опасно. Опасный лед там у нас промывает. Прошлый год рисковали капитально. Да и зимы-то у нас какие теплые. Теплые, снежные. Вот и промывает везде. Что-то дергает, что ли? Казалось. Нет, не дергает. Вот. Такой вот. Ух ты, вот ты проглот. Смотрите, заглотил все 3 крючка. Или 2 тут. Ну-ка. Вот это да. Вот. Сейчас посмотрим. Раз крючок. Так. Раз крючок. Этот бы уже точно не сошел. Вон. Голодный был, видать. Аппетит был. 2. Сходу, получается, заглатывает. Шел снизу, увидел крючки и пошел глотать. Так не получилось. Да, ты бы точно уже не ушел. Два крючок. Неудивительно. И 3 крючок. Такого я еще не припомню. На 2 крючка было. Но чтобы один налим и сразу на 3 крючка. О, крупный так не выпадает. Вон. Отпускать точно смысла нету. 3 крючка с желудка вырвал. Пойдет на жареху. Вот бывают и такие дела. Аппетит у налима есть, это точно. Так, здесь натяжка есть. Натяжечка есть.
первом. На втором. Так, а там что у нас? Что-то непонятное. Лед зацепило. Вот такой вот на втором небольшой наливчик. Ложечка где-то. Самый неполой. Ладно, отцепляю. Так, где леска-то? Что-то накрутила. Накрутила. Что-то, походу, там дергает. Опять зацеп. Облет цепляется. Ну, ёшкин кот. Как народ с тройниками рыбачит, блин. С одинарным крючком-то, блин. Знаешь, как... Ну, какой там буйный кто-то. Кто там? Такой же дрищ-пакет. Сегодня у нас не качеством, а количеством. Сковороднички. Ну ничего. Съедобные тоже. Заглатывает зато капитально. Ай-яй-яй. Ну, блин, руки окоченели уже. Как-то вот так. Температура пошла уже на минус капитальный. А ветер северяк херачит, блин. Руки леденеют. Ну, некомфортно, скажем так, сегодня. Немножечко некомфортно. Так, ну хоть руки немного согрелись, пока по телефону поговорил. Звонил Серега. Так, а лунку уже замело. Самое главное, у нас тут метель, холодина, а в Троицке, говорит, нормальная погода. Я говорю, а подожди, еще придет. Это не погода. Какие-то 30 километров разница. Обалденные. Так, здесь у нас тоже никого. Мальки живые, ёршик подох, ерша меняем на малька. Ершей больше нет. Здесь уже опасненько. Промывает, бляха-муха. Льда практически уже нету, даже 5 сантиметров нет, наверное, тут. И рыбы нет. Ну, манянтой. Никого, все живцы на месте. Так. Ну, мороз-то нужен как раз, чтобы это хоть немножко прихватило вот верховую к снеговице, это сырую, чтобы хоть лед покрепче был. Так, у нас здесь опять пусто. И опять бляха-муха лед задевает. Да. Задолбало уже. Рогаточка.
Опа, 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 опа. Вот это рогаточка. Так, что-то очень большое. Щука, что ли? Опа! Опачки! Вот это янцкадан. Вот это янцкадан. Вот смотрите, друзья. Сколько я раз вам говорил, что мелкий налим — это лучшая наживка для налима. Он попался мелкий налим, и на мелкого налима вот такой вот толстяк клюнул. Это пятишка по-любому. Он какой толстый. Я уж думал, щука опять. Вот это налимище янцкадан. Вот это красавец. Фу. Ну 5, не 5, 4 с половиной точно будет. Дома придем, взвесим. 4, ну 4 точно будет, 100%. Как бы хотелось большего, но коротковат для 5. Коротковат, но все равно приятно. И вон шнурок еще один. На второй крючок попал. Небольшой, но заглотил. Так что забираем его тоже. Ну вот, янцкадан. Вот это красавец. Вот только ради вот таких вот трофейных налимов стоит заниматься этой рыбалкой. Да, холодно. Да, некомфортно. Но сейчас я и согрелся, и настроение поднялось. Вот это красота. Вот это молодец. Здорово, янцкадан. Ура. Вот пальцы вверх. На мелкого налима. Так. Налимчик нас обнадежил. Повторения будет, нет? А что-то есть натяжка. Что-то есть натяжечка. Ну не дергает. Кулума, что ли? Вот такая вот колбаса. Смотрите. Повторение. Но этот меньше, этот где-то трешечка, наверное. И смотрите, тоже попал на маленького налима. Попал мелкий налим. Вот такой вот дрищ-пакет. И на него клюнул вот такой красавец. Ни малявка не нужна ему, ни ёрш. А мелкие налимчики нужны на наживку. И на мелких вот такие вот трофейные. Вон, смотрите, что делают. Вот, да. Вот янцкадан. От красавцы мои. Ну вот это мне уже нравится. Вот это янцкадан. Я думал, уже успею по-светлому. Но пасмурная погода и темнеет очень и очень быстро. Так что скоро придется, наверное, фонарик уже одевать. Здесь у нас тоже есть натяжечка. Опачки. Вот это красота. Хариус, друзья. Окочурился, но это хариус, вон. Хо-хо-хо. Вот он, красавчик-то какой. Янцкадан. Вот почаще бы. Только-только вон жабры красные. Только окочурился. Так что малосолочка сегодня у нас будет. Свежатинка. Янцкадан. Счастливый день сегодня у нас получается. С икрой. Красота. Вот это я просто счастлив. Так, остались 3 крайние палки, на которых огромная надежда, потому что они возле берега, как бы, с которых мы начали рыбалку этого сезона вполне удачно, и как бы с каждым разом на них огромная надежда, но
Здесь пока никого на первой палке. И две палки там у нас с банками для мальков. Ну вот, сглазили. Вроде бы Янцка там говорил, все равно сглазили эту палку. Ну, получается, что снаряд дважды в одну воронку не падает. Да не. Зато другие сработали. Красиво. Вон две чушки, красотушки. Да, тебя вспомнили. Так, лучше засыпать, потому что сильный ветер и может унести. Так, ну что, вернемся, проверим вот эти две наши палочки. И как бы уловище может поменяться. Как бы уже хорошо. И хариус сегодня клюнул. И два трофейных. Начало было, сегодня вот как видите, да, начало было не очень. Пусто. И потом потихоньку. Так, здесь у нас банка. Не забываем. Несколько даже малечков там есть. И никого. Ты смотри-ка, а. Не хотят. Ладно, еще последняя палочка осталась. Может быть, она будет выручалочкой. Так. Что пойдет? Хотя нет, наверное, поменяем лучше. На грани исчезновения уже. Блин. Вот из-за этого я как бы... Где ты поменьше, ёшкин кот? Руки окоченели, вон. Ставлю маленького малька на маленький крючок в надежде на хариуса. Потому что сами видели, хариус попадает. Вот на него попадает, получается, мелкий налим. А пойдешь еще. И на мелкого налима уже хапает трофейный. Так что есть, конечно, риск, что он оборвет леску, но пока все хорошо. Пока все удачно. Так. Я уже начал потихонечку околевать. Оделся сегодня легко, так как тепло. А температура холодает и холодает. Ничего, дома согреемся. Дома. Сейчас доедем, взвесим. Так что на проверке этой палки пока еще не заканчивается ничего. Окончательное подведение итогов будет. Вон, смотрите, кто-то бы вот пешком шел сюда, хуяк, наступил и все, провалился бы. Ромка тут выдолбил вон какую здоровенную майну. Опасно. Я-то знаю, а кто не знает, не хрен ходить здесь. Ну, напоследок, напоследок, никого. Нет, что-то есть. Опачки! Вот это, друзья, красота! Два хариуса! Ха-ха! Вот чего-чего, такого у меня в жизни еще не было. По одному они попадали, но чтоб сразу два, такого никогда еще не было. И вон, хорошие, где у меня третий-то? Вон.
3 хариуса у нас сегодня. 3. Это обалденная малосолка будет сегодня. О! Здесь надо будет попробовать на удочку половить. А что, если он на малька кидается, на мормышку, правда течение здесь, но мормышку потяжелее, и все. Сейчас мужики приедут, обязательно попробуем здесь половить хариуса на удочку. Вон, красота, мы не только налима ловим, у нас сегодня и харюза. Енцикадан. Я просто счастлив. Все, наживляем, отпускаем и подводим итоги. Друзья, посмотрите на это счастливое лицо. Есть чему радоваться. Подводим итоги за сегодняшнюю рыбалку. А сегодня самый удачливый день пока. Вот такой вот улов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 налимчиков. Один налим, килограмма на 3, наверное. И один налимище просто. Пятишка по-любому, наверное, толстенный. Домой приедем, обязательно взвесим, так что пока не прощаемся. И не знаю, чему я больше рад, этим двум здоровякам или вот этой троице. Вон, 3 хариуса. Зимой хариус — это вообще красота. 3 хариуса и 1 язь. Язей в этом году что-то мало. Но вот эта троица, особенно последняя палка, 2 штуки сразу, конечно, меня очень и очень порадовала. Продолжайте в таком же духе. И в таком духе это все здорово. Вот ради этого стоит рыбачить зимой. Мне эта рыбалка очень нравится. Я думаю, вам понравилось тоже. Палец вверх. Обязательно встретимся на следующей рыбалке. Следующая рыбалка у нас будет уже с друзьями. Александр и Анатолий Мальцевы приезжают, отец с сыном. Я так думаю, без рыбы мы тоже не останемся. Что-нибудь обязательно поймаем. Так что увидимся скоро на канале Коми Рыбак. Так, друзья, как я вам и обещал, пока не разделся, короткое включение. Взвешиваем. Не помню, сколько я там говорил. Когда я поймал что-то 4, вроде говорил, точно есть. А тот что-то 2,5. Не помню. В общем, кто смотрел, тот слышал, сколько я говорил. Сейчас посмотрим, сколько они весят на самом деле. Так. Давай с младшего начнем. 2,5. 2,5, 2,515. Большой. 4-то есть по-любому же, наверное. Ну, не дергайся. Четыре ровно, 4 и 35. 4,035. Ой, бляха. $4,035. Ну, пока рекордный в этом сезоне. 3-й день рыбалки и уже такой 2 таких красавца. Здорово. Я так думаю, рекорд будет побит. По крайней мере, постараемся. Ну а теперь точно до новых встреч.